Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас. Кто думает о вас? В эту минуту, в это мгновение, у кого в голове ваш образ? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек нам все покажет. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку комментариями, лайками, донатами, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте начинать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, в эту минуту, в эту секунду. Ну вот мужчину вижу, несчастного, разбитого. Мужчина, который руками вот так лицо закрыл, ну, я так понимаю, плачет, сидит. Либо тяжело, да, тяжело смотреть на этот мир, в котором нет вас. Человек, с кем у вас размолвка произошла, ссора, возможно, произошла. А может быть, вы его заблокировали. Да? Может, и не ссорились, вы его просто не хотите видеть. Вы взяли и заблокировали. И вот он сидит такой горемычный, такой: а что мне теперь делать? А как мне дальше жить? Ну, переживает очень сильно. Очень сильно. Да, что-то между вами произошло. Расставание, ссора. Либо вы ему отказали, да? Сказали: я не хочу с тобой. Нам с тобой, дружочек, не по пути. Да? У тебя своя жизнь, у меня своя. Все, иди. Свободен. И вот он сидит, руками лицо закрыл. На сердце кошки скребут. Себя винит. Ну вот не вытянул ваши отношения. Может быть, сглупил. Может быть, какую-то роковую ошибку совершил. Потерял. И еще, знаете, вот идет такой момент, что он даже надежду потерял на то, что вас можно вернуть. Может, как-то грубо вы ему сказали, а может быть, действительно везде его блоканули, еще куда-то уехали в неизвестном направлении. И вот он сидит теперь с разбитым сердцем, в полном одиночестве, ничего не хочет, его ничего не радует. Только вы одна нужны. Либо шанс все изменить. Как машина времени. Дайте машину времени, я вернусь в прошлое и все изменю. Но, к сожалению, такой машины нет. И прошлое невозможно изменить. Тяжело, очень-очень сильно ему тяжело. То ли его на букву В зовут, то ли он себя по жизни ощущал таким, знаете, ну типа победителем. Я победитель. Мое имя Победа. Я ничего не боюсь. Я самый крутой. Я все могу. Там любая рада будет со мной быть. А тут на тебе, да, такой нежданчик произошел. Ну, один и никого не хочет видеть. Только вас хочет видеть. Думает о том, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, то, что вас отпустил, да, что не смог перед вами оправдаться, либо не смог вас уговорить, ну, либо не смог вам доказать свою любовь. Вот сидит теперь чернее тучи. Мужчина. Еще, кстати, одного мужчину показали. Но этот мужчина прям очень далеко от вас. Далеко-далеко. Может быть, в интернете общаетесь, может, живете в разных городах. В странах даже, возможно, в разных вы живете. Может быть, один для одной девочки, другой для другой девочки. А может быть, вы такая яркая женщина, у вас много мужчин. Смотрите, тот, кто далеко, он прям на позитивчике, у него прям глаза искрятся. Вы то ли недавно с ним общались, может быть, несколько минут назад, либо несколько часов. Может быть, он только-только от вас там сообщение получил, ну, такой на взводе. Счастливым себя чувствует, счастливым. Он вас представляет, что вы вот вместе где-то там идете покушать в ресторан, либо где-то гуляете, ну, либо в кровати время проводите, почему бы и нет, да, взрослые люди. И глаза прям искрятся.
У него прекрасное настроение, и те мысли, которые у него в голове рождаются, они просто волшебные. Волшебные, такие теплые-теплые, нежные-нежные. Ох, если бы вы могли почувствовать. Хотя, я думаю, вы чувствуете. Он, наверное, вам такие смс-очки пишет, что вы все чувствуете. И знаете, еще так показано, что с этим мужчиной, вот он у вас справа, да, вот этот горемыка у вас слева, а тут далекий мужчина у вас справа. То есть у вас либо все начинается, либо именно с вот этим, который сейчас далеко находится, у вас прекрасные перспективы и очень крутое будущее, да, вот идет. То есть дальше больше, да, дальше будет. Кстати, возможно, вы тоже о нем думали недавно, потому что все-таки на правой стороне вот что-то вас связывает, объединяет. Может, взаимная любовь, взаимные чувства, взаимный интерес. Опять же, судьба, видя вашу совместимость, планирует для вас совместное будущее. Там мужчина предается мечтам, мыслям, как я уже сказала, да, как вы вместе будете, как вы время будете проводить, как он вам там, не знаю, что-то будет показывать, рассказывать, ну, либо доказывать свою любовь. Там прекрасное настроение, мужчина прям хлопает от радости, смеется, улыбается. Улыбка, кстати, очень красивая у этого мужчины. Может, даже какой-то иностранец. Вот он вам что-то показывать хочет. Может, какие-то достопримечательности, либо куда-то вас там на отдых выдернуть, да, чтобы вы вместе отдохнули и лучше познакомились. Вот мне идет, что именно с этим мужчиной у вас шикарные перспективы. Так, еще показывают женщину. У женщины лицо кривое. Может быть, скривилась в моменте здесь и сейчас, да, вот она думает о вас, и лицо у нее скривилось. А может быть, в принципе, у нее какие-то дефекты, не знаю, там губы себе делала и сделала неровно. Там одна выше, другая ниже, и идет асимметрия. Может быть, у нее после каких-то болезней такое случилось, там, не знаю, троичный нерв, либо еще что-то. Лицо кривое. Но опять же, говорят, что лицо – это зеркало души, да, судя по всему, у нее и душа кривая. Эта женщина думает о вас, что вы вот чего-то не заслужили, чего-то недостойны. И она такая: да как так, почему так несправедливо, почему ей все, мне ничего, там, почему ее мужчина любит, меня нет, почему у нее хорошая работа, у меня нет, почему у нее все получается, у меня нет. Очень злобная женщина. В отношении вас у нее прям даже зубы стучать начинают. Хочется ей что-то вам сделать, либо какие-то сплетни о вас распустить, либо какой-то вред причинить, не знаю, там порчу на вас навести. Но она трусиха, она боится последствий. Еще мне идет, что она какая-то слишком мнительная, впечатлительная. Ну да, с такой подачей, наверное, ничего не получится у нее. Даже браться ни за что не будет, потому что страшно. Да? Вдруг вы придете к стенке, припрете и с нее строго спросите, а что она, бедненькая, сделает? Боится. Скорее всего, да, она вас боится. Она видит вас своей то ли конкуренткой, то ли своим врагом, но при этом не решает действовать на все, что она способна. Это какие-то действия из-под тяжка. Знаете, вот легкое покусывание сзади, да, вот подбежала, укусила, убежала, да, чтобы не поймали за руку. Это она может, а как-то открыто там выйти, высказать, она боится, очень боится. Это, знаете, как грешник, который боится греха, при этом грешит напропалую, но при этом очень боится согрешить. Может быть, эта женщина даже в какой-то степени имеет к вам отношение, допустим, она ваша какая-то родственница, пусть не родная, пусть названная, может быть, даже бывшая какая-то, может, на работе коллега, может быть, по соседству живет такая дамочка у вас. Но вот есть такое за ней. Думает о вас, нет бы там собой занималась, своей семьей, своей жизнью, работой. Нет, она думает о вас. Вы ей как кость в горле, кость, которую она не может проглотить. И она прям задыхается из-за вас, задыхается. А еще мне идет, что она где-то вас наблюдает периодически. Может быть, у нее есть доступ к вашим соцсетям. Может быть, как я уже сказала, да, вы вместе работаете, либо по соседству живете, что она вас видит. Вот каждый раз она вас видит,
Вы такая яркая, красивая, успешная, позитивная. Такая вот, блин, ну почему ей, почему не мне, да, вот прям на вас свет клином сошелся. У кого-то, возможно, да, вы с ней мужчину одного там делили, либо она претендовала на вашего мужчину, а он выбрал вас, и она такая, блин, да что ж такое, ну почему так не везет. В общем, во всем вас обвиняет. Так, еще один человек здесь показан, человек, который чего-то от вас хочет, очень хочет. Помощи, денег, не знаю, действия, воздействия, услуг. Опять же, вы все разные, каждый своим занимается. Ну, допустим, вы делаете выпечку, да, и этому человеку очень хочется у вас ее заказать. А может быть, это человек ваш благоверный, который сидит у вас там под боком и такой думает, как вот упросить жену испечь торт. Она так вкусно печет, вот я хочу тортик. А она меня вот ругает за лишние килограммы, да, скорее всего, мне откажет. Надо какой-то повод придумать. Ну, может быть, это действительно кто-то, кто денег хочет занять, ну, либо нуждается в вашей помощи. Тут, знаете, как человек хочет, но стесняется попросить. То есть человек восхищается тем, что вы знаете, умеете, делаете, имеете, но стесняется попросить, чтобы не выглядеть там слишком наглым, либо ну, не нарваться на грубость, на как быть неудобным, да, не хочет. Но этого человека вы хорошо знаете. Кто хочет попросить, вы хорошо знаете. И, скорее всего, вы не откажете. Даже если это ваш муж, и он хочет тортик, скорее всего, вы его сделаете. Но, тем не менее, не хочет навязываться, да, наглость свою проявлять не хочет. Так, у кого день рождения? Мне вот идет, что у кого-то из моих зрительниц день рождения. Причем день рождения у кого-то может быть даже через месяц. Но вы удивитесь, как много людей о вас думают. Скорее всего, они сейчас вместе находятся и как раз-таки обсуждают вас и обсуждают ваш день рождения. Вот сидят угрюмые, лица изнеможденные, уставшие, не могут придумать, что вам подарить. Кто-то настаивает на одном подарке, кто-то на другом. Но вот люди к вам очень хорошо относятся и хотят вам сделать действительно достойный подарок. Не просто там какую-нибудь там открытку, да, либо бусики из стекла, а именно хороший подарок, да, так, чтобы прям угодить вам. Может быть, это ваши родственники, может быть, коллеги на работе, может, подружки ваши сидят вот и думают, что ей подарить. Да? Ну, опять же, бюджет, да, все это важно. Слушайте, как вам тут хорошо относятся, это замечательно. Какого-то еще молодого мужчину показывают. Вообще, я сначала подумала, что это ребенок, но у ребенка навряд ли такие мысли будут в отношении вас. Но тут, скорее всего, очень молодой мужчина. У кого-то прям очень сильно молодой. Там разница может быть и в 15 лет. Может быть, да, вы женщина, там лет 30, да, а этому парню 15, ну, поэтому выглядит как ребенок. Может быть, у этого мужчины такие мысли детские, да, либо ведет в отношениях себя как ребенок. Этот мужчина думает о вас, вспоминает вас очень сильно, хочется, прям очень сильно, но знает, что это невозможно, либо вы отказали и, в принципе, да, неприлично к вам подходить. Может быть, вы преподаватель, да, это ваш студент, либо ученик. Может быть, это даже, допустим, друг вашего сына, который был у вас в гостях сегодня. В общем, думает и мысли там 18+. Это, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны, как первая любовь, да, что поделаешь, первая любовь. Вы высокую планочку задираете для этого мальчика, ведь он свою будущую жену будет выбирать именно по вашему лекалу. Там будет искать такую же женщину, как вы. Но вот мне почему-то все равно идет ребенок. Да? Может, вы относитесь к этому парню как к ребенку. Почему-то вот эта версия, где сын, друг сына, очень похожа. А может быть, вы мачеха, да, для какого-то мальчика. И он такой, блин, я влюбился в свою мачеху. Но в жизни все бывает. Опять же, вы все разные, у каждого свое отыграется. Здесь очень такая прям разница ощутимая, да, 15-20 лет может у кого-то отыграться. И мысли тут прям совсем, желания не детские идут.
И еще, мои хорошие, вот я вижу, что вы о чем-то мечтаете. Буквально вот несколько минут назад, может быть, несколько часов назад вы об этом думали, представляли и мечтали. Здесь вам весточка, буквально вот высшие силы подают и говорят, что то, о чем вы мечтаете, оно точно сбудется. Сбудется, причем сбудется гораздо быстрее, чем вы могли бы подумать, и гораздо ярче и полноценнее, чем вы сами себе представляли. Ну, по судьбе, да, по судьбе исполнить мечту, по судьбе исполнить желание. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.